Здравствуйте, пришло время подвести итоги субботы. В студии Седа Сафарова и сегодня в программе. Реабилитация и лечение в условиях горного воздуха. Мы вывозим в те регионы, которые готовы принять детей. В республику приехали дети из Донбасса. К праздникам готовимся все вместе. Жители Грозного приняли участие в масштабных субботниках. Большие возможности для маленького города. Промзону обустраивают на перекрестке 4 направлений, так что реализовывать продукцию не составит труда. В Урус-Мартане строится промышленная зона. Инвесторы обещают сотни новых рабочих мест. Дети из Донбасса пройдут лечение в Чечне. В Грозный прибыли 22 ребенка, получивших ранения в ходе военных действий. Первым делом детям накрыли праздничный стол в столичном ресторане, после чего распределили по медучреждениям. Подробности у Зураба Центроева. Чеченские мотивы эти ребята сегодня слышат впервые. Для них здесь все ново. Грозненская архитектура, кавказские традиции и даже посещение ресторана. Ведь совсем недавно они находились в зоне боевых действий. В поисках безопасности и профессиональной медицинской помощи ребята оказались на чеченской земле. Мы организовали программу «Конвейер жизни» вместе с Союзом добровольцев России. Мы вывозим в те регионы, которые готовы принять детей. И мы чрезвычайно благодарны Рамзану Кадырову и Чеченской Республике, чеченскому народу, потому что здесь у вас медицина, вы столкнулись с таким же горем в прошлом, и вы умеете лечить такие раны. Масштабная гуманитарная акция стала возможной благодаря главе Чечни. Ее профинансировал общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня в зоне конфликта действует соглашение о прекращении огня. Однако это вовсе не означает, что мирная жизнь вернулась. Постоянные провокации, отсутствие квалифицированной медицинской помощи и бытовые проблемы делают пребывание на Донбассе невыносимым. С апреля месяца Союз добровольцев России занялся вывозом детей из зоны боевых действий. На время военных действий мы вывезли 2380 детей. Сейчас мы запустили проект, когда мы вывозим раненых детей с территории Донецкой и Луганской народных республик на лечение и реабилитацию. Хочется отметить мне, что с момента военных действий мы запустили работу мониторинговой группы по правам человека на территории Украины. Мы планируем собрать достоверные данные и передать их, в том числе в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться справедливости. Гостей встречают государственные деятели и политики. Спикер чеченского парламента уверен, что помощь соседям, оказавшимся в беде, это святая обязанность. Жители Чечни, как никто, знают, что такое война. Трудно было у вас. Но и нам трудно было следить по телевизору, как вы там. Поверьте нам было очень трудно. Подобное мы в свое время пережили. Поэтому мы здесь переживали за вас. Я не могу сказать, язык не повернется, что вы гости. Вы у себя дома, мы россияне. Поэтому вы, братья, сестры, наши дети, очень хотим, чтобы вы чувствовали себя спокойно, воспринимали Грозный как свой дом. Все у вас, дай Бог, дай Аллах, все уладится, все будет хорошо, будет мир и на той земле. Видите здесь, где мы находимся, 15 лет назад этого центра, этого города не было вообще. Отстроят ваши села, ваши города, школы, детские сады, вузы, рабочие предприятия. Нужно всегда время, нужно всегда терпение. После дневной трапезы ребята отправляются в детскую республиканскую больницу, где будущих пациентов вместе с родителями уже ждут. После предварительного осмотра детей направят в реабилитационный центр Чечни. На сегодняшний день и учреждения здравоохранения, и учреждения Министерства труда и социальной защиты Чеченской Республики располагают достаточным и кадровым ресурсом, и материально-техническим оснащением, чтобы мы оказали квалифицированную и медицинскую, и социальную помощь этим детям. Очень часто жертвами войны становятся дети. Например, 11-летний Максим получил ранение в результате взрыва растяжки, когда сам пытался помочь другу. Врачи утверждают, что подросток родился в рубашке. Мы шли с друзьями после школы и нашли растяжку и хотели, чтобы больше на нее никто не попал. Решили ее сами снять, спрятать, и чтобы никто на нее больше не подорвался. Это мы заметили, а вдруг кто-нибудь бы не заметил. Мы одну сняли и спрятали, вторую
взяли и решили, уже собирались уходить, и когда начали прятать, она взорвалась. У него множественные осколочные ранения туловища, позвоночника и нижних конечностей. У него один осколок сидит в позвоночнике без повреждения спинного мозга. В данный момент у него раны все зажившие, и в активном хирургическом лечении он сейчас не нуждается. Нуждается в реабилитации просто. Но ему просто повезло. Которых я осматривал, все с минозрывными осколочными ранениями. Я думаю, все будет хорошо, и наша помощь будет очень кстати. Дети из Донбасса пробудут в Чечне около месяца. За это время лучшие врачи республики окажут им медицинскую и психологическую помощь. Зураб Центроев, Луиза Хатуева, Зелимхан Закаев. Новости. В Урус-Мартане начали строительство завода по производству металлочерепицы и пенобетонных блоков. Это не единственное предприятие, которое будет возводиться на территории промышленной зоны в 10 гектаров. В дальнейшем планируется реализация и других инвестпроектов, которые позволят создать сотни новых рабочих мест. Подробности у нашего корреспондента. Еще 3 недели назад на этом месте росли дикие кустарники. Сейчас строители заливают фундамент под новый завод. На 10 гектарах обустраивают целый промышленный комплекс. На первом строящемся предприятии будут производить стройматериалы, пенобетонные блоки и металлочерепицу. В первую очередь задача ангарю 46 на 14 ангарю, срочно в первую очередь. Уже шумагарби заливать еще основание. И первый этап на июль, последующий по июлю, что хотели, и ангажировать. Строящийся цех занимает 360 квадратных метров. Сразу после завершения строительства сюда завезут итальянское оборудование. Трудиться на станках будут местные жители. Перед этим будущим рабочим придется пройти обучение. Только это производство дает более 200 рабочих мест. А на территории промпарка планируется разместить несколько предприятий разных направленностей. Промзону обустраивают на перекрестке 4 направлений, так что реализовывать продукцию не составит труда. Удобное расположение заинтересовало представителей как регионального, так и общероссийского рынка. Здесь уже договорились о поставке продукции. Другие субъекты, которые до сих пор реализовывали свои блоки именно в Чеченскую Республику, на прошедшей неделе приехали к нам в район и уже готовы после того, как мы закончим строительство заводов, у нас закупать продукцию. На участке есть недострой, сносить не стали. Решили обустроить на этих стенах административный отдел, комнату для молитвы и столовую. Уже на этой неделе начнут готовить площадку под второй завод. На нем будут производить и собирать светодиодные фонари. Ввести в эксплуатацию производство обещают уже в первом полугодии 2015-го. Елизавета Чепханова, Стаймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости. Если ваш ребенок окончил 8 класс, тогда у него есть все шансы поступить в Грозинское Суворовское военное училище. Там состоялся День открытых дверей. Учащиеся школ республики смогли ознакомиться с бытом суворовцев и условиями обучения. В числе посетителей был и мой коллега Хамзат Аюбов. Взводов здесь 6. В каждом из них до 25 человек. Таким образом, в среднем ежегодно в училище обучается 150 человек. Быть суворовцев в гости училища увидели сначала на экране. Родителям школьников, желающих поступить в учебное заведение, представили ролик о жизни курсантов, после чего им предложили встречу с руководством военного училища. День открытых дверей делается не только для того, чтобы показать детям, ознакомить их с условиями поступления в училище, показать им условия учебы, отдыха детей и их родителей, но также для того, чтобы они смогли сами сделать свой осознанный выбор профессии. Родители предупреждают сразу, образование хорошее, но будет тяжело, поэтому стоит пускать детей только по их собственному желанию. Предстоит огромный объем работы, через который необходимо пройти. Да, это требует затрат, сил, нервов, выдержки. А тем временем школьникам предложили пройти небольшое тестирование. Ребятам задают вопросы по истории России, правоведению и другим предметам. Один из самых активных, Ахмед Давлетмурзаев, рассказывает, в семье военным делом занимаются несколько человек. Он решил пойти по их стопам. Желание Далее по программе самое интересное – экскурсия по училищу. Первым ребятам и родителям показали библиотеку, прошлись по столовой, спальному отделу и местам отдыха суворовцев. Мало кто скажет, что это место находится в военном училище, но именно здесь проводят свое свободное время некоторые курсанты за интеллектуальными играми.
А для любителей более активного отдыха на базе есть свой спорткомплекс. На территории площадью около 3 гектаров есть футбольное поле, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисный корт и военизированная полоса препятствий. Всего в экскурсии принимают участие около 100 ребят со всей республики. Из-за большого их количества гостей разделили на несколько групп. Им также рассказали и о распорядке дня учащихся. Общий подъем, дается 5 минут. Через 5 минут спортивный форм деюах кичхил вешу. Дигдуеш волдел, спорт еш волдел. Тюльхатах это на исторовский училище телевизор чатун гайтаг это наш гойчена. Деш ваглай он валруя деш лудуя тягад. До хажруша على اشتحال دينا كنت بريدو على الحوس لكن دكتور. Больше всего привлек внимание тир. Суворовцы продемонстрировали, как разбирают разного вида оружия. От пистолета Макарова до снайперской винтовки Драгунова. Конечно, здесь и популярный автомат Калашникова. Школьники смогли и потрогать их своими руками. Даже есть у некоторых африканских стран на государственных гербах символ Калашникова. И в Африке, говорят, называют детей именем Калаш. В честь автомата Калашникова. Muslim dakika diyoruna spor zala kaça, solu kaça, спальни diyor, казармы diyor kaça, Muslim порядки. خذ عشان أسلوبين أصلي شو خلايا جودك أسلوبيه. هنا هذا درس هرسن خير دوين هنش شيء جلان دكيو نصق جودكيو. شنو هذا؟ Ну и в конце зашли в спортзал. Здесь суворовцы занимаются боксом, самбо и другими видами. Немало и достижений, вплоть до чемпионата в России. Суворовцы также проводят и товарищеские игры между собой. Правда, рассказывают, выигрывает почти всегда старший, 3-й курс. Хамзат Аюбов, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости. Самое современное оборудование для практических занятий, просторные помещения и большая теоретическая база. Чеченский мединститут по своему оснащению не уступает лучшим европейским учреждениям своего профиля. В этом в ходе визита убедились представители уполномоченного по правам человека республики. Подробности у нашего корреспондента. Учебный процесс в мединституте должен идти по современным требованиям. Студенту надо знать не только теорию, но и практические навыки. Такую цель внедряют в жизнь в высшем учебном заведении. В последние годы в развитие института вложено десятки миллионов рублей. Также студент может сделать запись, получить тот необходимый муляж и на нем самостоятельно работать. Лаборатории, симуляционный центр, анатомический музей и операционный блок. Новые оборудованные помещения не просто украшают мединститут, а служат наглядным пособием. О новых подходах в работе представителям уполномоченного по правам человека рассказывает директор учебного заведения. Идрис Байсултанов отмечает, с такими возможностями студентов научат многому, особенно правильно оказывать неотложную экстренную помощь. Тот факультет, который был представлен одним специальностью, сегодня она представлена 3 специальностями. В этом году мы вводим 3-ю специальность, это стоматология. Также наши интерны, которые заканчивают учебный процесс, они адаптированы к естественным условиям лечебных учреждений. Для улучшения образовательного процесса налажена работа с родителями учащихся. Им отправляют выписки с оценками, предупреждают об отчислении студентов. Ну а с появлением новых возможностей в студенческих зачетках ввели специальное приложение. По нему будут оценивать практические навыки. Такие меры также должны помочь повысить уровень медицинского образования. Для населения Чеченской Республики не безразлично, как готовятся кадры для наших больниц, как профессионально их подготавливают, к чему их обучают. У нас сложились очень хорошие впечатления, и преподаватели, и сам директор. Видно, что они профессионалы своего дела. Прекрасное оборудование, прекрасные классы, прекрасные возможности, чтобы выучиться хорошо, стать хорошим врачом. По мнению гостей, очень важно, чтобы в институт поступали те студенты, которые имеют базовые знания. Для практических занятий в институте много интересного. Человеческие манекены, оборудование для стерилизации, анестезиологические наборы, множество приспособлений в операционных комнатах. Если не так давно здесь не хватало помещений, то сегодня институт имеет более 13 тысяч квадратных метров. Изучать анатомию человека на современном уровне помогают интерактивные доски, подключенные к интернету. Мы стараемся выстроить наш учебный процесс, чтобы она соответствовала тем современным требованиям, которые предъявляет в системе здравоохранения. Мы хотим, чтобы сегодняшний выпускник, чтобы он мог оказывать неотложную экстренную помощь правильно, и независимо от того, что находится он в какой-то центральной районной больнице, или отдаленном участке, или головном лечебном учреждении,
его знания, чтобы соответствовали той выбранной профессии, которую он определил для себя. По сегодняшним возможностям Чеченский институт уже опережает многие учебные заведения Северного Кавказа. В ближайшее время здесь планируют приобрести ультрасовременный анатомический стол. Он позволит виртуально изучать и даже оперировать человеческие органы. Книжный фонд института сегодня составляет 30 тысяч книг. Проблема нехватки учебных пособий сегодня нет. Специалисты отмечают поддержку руководства республики и пересмотр отношения к медицинскому факультету в 2012 году. Представителям уполномоченного по правам человека также рассказали, как в институте идет работа по оптимизации учебного процесса и решению проблемы перенасыщенности студентов. Зендис Асламбеков, Дауд Куруев. Новости. А тем временем Грозный становится все чище и краше. На субботнике вышли сотрудники ведомств, школьники и просто неравнодушные жители. Также в преддверии православного праздника Пасхи проходит уборка и на территории кладбищ. Все подробности у Ахмеда Джабраилова. Субботнее утро для многих жителей республики стало сегодня трудовым. На очистку прилегающей территории вышли также сотрудники различных ведомств и организаций. Среди них и работники Чеченгаза. Однако они не стали ограничиваться своим офисом и отправились в Старопромысловский район столицы. Человек 20-30 каждую субботу улиц закреплены, улиц Бутхунт, улиц Анабеш, Цанулатеш, доктор. Улица Астина, школа, детский сад, чуть он делал он те Астин тедам бой, что то Рамзан Ахмадович, когда бин кайхамат, улиц Мосумет, Цанулатия, это дарлац ардио, доктор. А преподаватели и ученики 54-й школы в поселке Катаяма решили посадить деревья перед своим вторым домом и провести генеральную уборку. На субботник вышли жители Сунжинского района. Они очистили от бытового мусора дороги, ведущие к христианским кладбищам, вырубили сухостой, а также побелили деревья и столбы. Участники субботника решили не ограничиваться уборкой и занялись ремонтом оград. Первые результаты видны уже через несколько часов. Подобные субботники планируют проводить каждую неделю поочередно в каждом муниципалитете. Ахмед Джабраилов, Мурад Эль-Букаев и Джамал Хаджалиев. Новости. Актуальные вопросы, касающиеся уплаты страховых взносов, налогов, получения кредита и аренды помещений. Мы продолжаем рубрику «Бизнес-справочник», в которой компетентные органы отвечают на все проблемные вопросы предпринимателей. Какие льготы предусмотрены индивидуальным предпринимателям в случае принятия правительством республики закона о налоговых каникулах? В Российской Федерации принят закон 477 29 декабря 2014 года, который предусматривает снижение налоговых ставок для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе налогообложения. Эти ставки снижаются до нуля. Освобождаются те, которые работают в сфере производственной, научной сфере и в сфере социальной. В республике принят в феврале тоже план, утвержденный распоряжением правительства. И индивидуальные предприниматели, работающие в указанных сферах, для них будут сниженные ставки и потенциально возможный доход как для упрощенной системы налогообложения с 6% до 1%, для системы уплаты в виде единого налога на вмененный доход с 15% ставка снижаться будет ровно наполовину, до 7,5%, и потенциально возможный доход для лиц индивидуальных предпринимателей, занимающихся на патентной системе налогообложения, с них потенциальный возможный доход будет снижен с 1 миллиона до 500 тысяч, то есть в 2 раза. Какой период установлен для предоставления в территориальные органы пенсионного фонда отчетности страхователями и индивидуальными предпринимателями, использующими труд наемных рабочих? Начиная с 1 апреля страхователи должны предоставлять отчетность в территориальные органы пенсионного фонда. Также к страхователям относятся индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных рабочих. Эти индивидуальные предприниматели обязаны предоставить отчетность в пенсионный фонд на каждого застрахованного лица, который работает у них по договору. Если индивидуальный предприниматель не предоставит индивидуальные сведения, отчетность по форме РСВ-1 и индивидуальные сведения, то нарушаются права работников, которые работают у этого
предпринимателя. То есть не учитывается их стаж, не учитываются страховые взносы, которые предприниматель платит за это застрахованное лицо. И, соответственно, из этого вытекает то, что при выходе на пенсию работающего человека у него не учитывается стаж и, соответственно, пенсионные права его ущемлены. В соответствии с этим необходимо всем страхователям, также индивидуальным предпринимателям, использующим трудноемных рабочих, своевременно оплачивать страховые взносы и своевременно предоставлять отчетность в территориальные органы пенсионного фонда. Срок предоставления за первый квартал 20 число мая месяца включительно. Отчетность предоставляется в электронном виде по электронным каналам связи. Это будущая пенсия каждого человека, каждого застрахованного лица. И просьба ко всем страхователям, ко всем индивидуальным предпринимателям относиться серьезно к этому вопросу. Индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые взносы сами за себя. Отчетность за них, за предпринимателей, которые платят сами за себя, пенсионный фонд формирует сам, но уплата страховых взносов должна быть производиться в полном размере и своевременно. Меньше месяца осталось до празднования юбилейной даты – 70-летию по-настоящему Великой Победы. К этой дате мы приурочили рубрику, в которой наши корреспонденты рассказывают о ветеранах, поступки которых навсегда останутся в истории страны. Сегодня мои коллеги отправились в гости к Нажмуди Алсултанову. Любимая семейная традиция Алсултановых – просмотр юбилейных альбомов, где ветеран запечатлен со своими боевыми товарищами. Мужчина прожил сложную и интересную жизнь. Было всякое, рассказывает Нажмуди Алсултанов, но труднее всего приходилось в военные годы. На службу он ушел, когда ему было 18 лет. В далеком 41-м страшное известие из уст Левитана не оставило иного выбора. Единственный путь – это идти добровольцем. Военные. Хоть порвают, что Давид военный, и что тун армия дали скич. Военкоматы заявление делали, нефтяники не берет ответ, нет. Юг тягли мухля, указала, что армия дает. Так молодой парень оказался в театре военных действий. Нажмуди участвовал в битве под Москвой, освобождал от немецко-фашистских захватчиков города Брянск и Дмитровск. Москва, Аякар, так, Карпатские горы, Вайсиха, Харсан, Рагьярлам, горе, Алексея. И за ночь прямо от подъем чуть томбек надо тонкие барзнуть, рягнуть, схап дивизии. После в 1944 году был ранен и отправлен домой. Сегодня Алсултанову 90 лет. У него большая семья, есть внуки и правнуки. О ветеране Великой Отечественной войны супруга Айна, несмотря на свой преклонный возраст, заботится сама. Военный мундир Нажмуди Алсултанова всегда хорошо проглажен, а медали натерты до блеска. Фронтовые истории супруга женщина знает наизусть. Массу из школы, предприятий, вытшвара. клубы массана. Инца валар, охом машина выгорла. Салют швар. Садайловой. О том, что ему придется праздновать 70-летие окончания войны, будучи на фронте, Алсултанов и не думал. Сегодня он не может точно сказать, сможет ли в этом году отправиться на парад Победы в Москву, но он точно уверен в одном, что 9 мая вся его семья обязательно соберется на большой праздник, чтобы чествовать ветерана войны. Луиза Батыжева, Адам Чекуев. Новости.
Сегодня православный мир отмечает Пасху. По традиции, в преддверии главного церковного праздника в республику прибыли бывшие грозненцы, чтобы посетить могилы своих родственников, похороненных в Чечне. По прибытии в Грозный гости сразу отправились на центральное христианское кладбище, чтобы благоустроить могилы своих близких перед сегодняшним днем. Напомню, глава Чечни ежегодно оказывает всю необходимую помощь в приеме и размещении уроженцев столицы, которые ныне проживают в других городах страны. Ежегодно по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова в Чеченской Республике создается оргкомитет, который оказывает содействие в праздновании православной Пасхи. Функция этого комитета в том числе входит и встреча бывших жителей Чеченской Республики, которые ныне проживают в других регионах. Мы их встречаем, размещаем в гостинице, организовывается транспорт, который развозит их по кладбищам, где захоронены их родственники, который также доставляет их на ночное богослужение, которое будет у нас сегодня ночью с 11 часов. Сколько национальностей проживают в станице Каргалинская и чем они занимаются? Мы продолжаем республиканскую акцию пресс-эстафеты, в которой рассказываем о жизни, событиях и творчестве национальностей, проживающих в республике. Из Шилковского района сегодня репортаж Алхазура Керимова. Личные вещи известного писателя – главные экспонаты этого музея. В последний раз почетного гостя в станице Каргалиновская принимали в 2001 году. Идея создания школьного краеведческого музея имени Абузара Айдамирова появилась у Малкан Абдурашидовой, учительницы младших классов. В память о нем собраны газетные статьи и множество фотографий. Со временем фонд музея начал пополняться предметами быта народов Чечни. Сегодня этот музей называют культурным центром станицы. Впрочем, это не единственное, чем могут похвастаться местные жители. В память о жертвах Второй мировой установлен памятник. В далекие 40-е на фронт ушли около 400 уроженцев станицы. За последние годы бывший райцентр претерпел значительные изменения. Отремонтировали старую школу, построили детский сад, провели газ. Также напротив вы видите медресе, тоже бывшее здание, дом культуры отремонтировали под медресе. За ним находится спортзал, тоже восстановлен в этом же году. В частности, этот объект, дом культуры Каргалинский. Здесь это самый большой дом культуры, мне кажется, даже в республике. Вместимость 750 посадочных мест. В культурной жизни станицы участвуют все, даже самые юные жители. Участники художественного коллектива «Мастерица» может создать из бисера и шерстяной нитки все что угодно. О мастерстве ребят говорят их многочисленные работы. Просто должна быть своя фантазия, и все. Как можно, например, это дерево, первое дерево у нас с участниками художественной самодеятельности. Мы это дерево сделали в течение месяца. Это у нас овощи, корзиночка овощей разных видов есть. Это фрукты, лимон, яблоко, груша. Каргалиновская многонациональная станица. Чеченцы, русские, аварцы, кумыки, нагайцы – все живут как одна семья. В основном занимаются животноводством. Совсем недавно десятки местных жителей смогли получить временную работу. Здесь начали возведение большой современной школы. Алхазур Керимов, Мурад Аль-Букаев, Дауд Куруев. Новости. Сегодня состоялось закрытие персональной выставки художника-пейзажиста Александра Шилова под названием «Наша Родина Россия». Напомню, она проходила в республике с 25 марта. Член-корреспондент Российской академии художеств представил 39 картин в мемориальном комплексе «Аллея славы». Работы в таком количестве автор ранее нигде не выставлял. Среди них и полотно с изображением мечети «Сердце Чечни». Его он подарил главе республики. За эти 20 дней посетители вашей выставки получили эстетическое наслаждение и патриотическое влияние на сознание. Вы великий художник. Еще раз выражаю вам слова благодарности. В дар мемориальному комплексу славы имени Ахмата Хаджи Кадырова художник оставил картину «Родные просторы». Автор отметил, что выбор именно этой картины не случайен. В этой работе образно безоблачное небо. Почему именно она? Потому что эта самая безоблачность наших отношений между народов, чтобы эта картина объединяла всех. Понимаете? То есть это очень важно для меня. Я считаю в этом свое призвание, своим творчеством объединять народы.
Футбольный сезон продолжается. Сегодня вечером в Грозном встретились команды главы республики и группы быстрого реагирования МВД. Игра получилась зрелищная, с большим количеством обоюдно острых моментов. Несмотря на товарищеский формат, никто не хотел уступать сопернику. Поэтому даже в последние минуты футболисты пытались перехватить инициативу. Однако опыт взял свое. Команда Рамзана Кадырова выиграла со счетом 5-4. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.